Заставлять вакцинировать от коронавируса, если есть справка о медотводе, незаконно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на очередной прямой линии с жителями страны. Почему морковь с грядки стала дороже заморских деликатесов, остановит ли рост цен на стройматериалы и как спасти будущий урожай от жары. Задать свой вопрос, получить ответ главы государства удалось и жительнице Башкортостана. С подробностями Азат Садреев. Уже к началу прямой линии Владимира Путина ждали порядка 2 миллионов вопросов от жителей страны. Многие из них ожидаемо касались ситуации с коронавирусом и вакцинацией. Глава государства отметил, что сам привился еще в феврале. Выбор пал на спутник ВИ. Отвечая на первый вопрос, президент заявил, что если у человека есть справка о медотводе от прививки, работодатель не должен ее игнорировать. Это незаконно, сразу могу сказать. Значит, если есть медотвод, отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. По рекомендации санитарных врачей, руководители регионов имеют право самостоятельно вводить обязательную вакцинацию населения, отметил Путин, ссылаясь на закон об иммунопрофилактике еще от 1998 года. Хотя сам президент такую процедуру не поддерживает. Но есть категория граждан, которым прививку сделать необходимо, если нет противопоказаний. Согласны с этим и представители медицинского сообщества. В первую очередь тем, кто работает в гуще. Вот смотрите, вы журналисты, мы врачи, учителя, автотранспорт, кто работает в ресторанах, обслуживает людей. То есть кто рядом с людьми? Это первые госслужащие. В республике мы вышли на уровень 25 тысяч в день. Это достаточно такой хороший темп, и мы надеемся, что октябрь-ноябрь этого года уже мы достигнем полного коллективного такого иммунитета. Во время прямой линии прозвучал вопрос и из Башкортостана. Дочка комбайнера-передовика Ирина Рачилина рассказала, что из-за аномальной жары гибнет скот, на полях горит урожай. Женщина попросила возродить мелиорацию, как это было раньше. Владимир Путин ответил ей, что ежегодно на поддержку сельского хозяйства правительство выделяет 350 миллиардов рублей. Там же находится и раздел, связанный с мелиорацией. Это 7 с лишним миллиардов рублей в год выделяем и будем выделять дальше на эти цели. Мелиорация очень важна. Поэтому я вопрос задала, и мне ответили очень хорошо. Мне понравилось, что финансирование большое, что будем поливать, этого достаточно. Современная оросительная система в Башкирии уже внедрена в ряде муниципалитетов. Появится она и в Зауралье, в частности в Баймакском районе, где в прошлом месяце главе Башкортостана представили инвестпроект крупного агропредприятия. Позже аналогичные системы хозяйства построят в Хайбулинском и Абзелиловском районах. Минсельхоз, в свою очередь, развернет госпрограмму и на других территориях. На следующий год мы планируем около 5000 гектар под орошение под новыми системами. И до 2030 года на период программы работы мы себе ставим задачу около 100 тысяч гектар в Республике Башкортостан закрыть под мелиоративными системами. Волнуют жителей страны и рост цен на продукты питания. Килограмм бананов из Эквадора стоит дешевле собственной моркови. Выросли в цене и другие овощи из так называемого борщевого набора. По словам Владимира Путина, связано это с тем, что своих продуктов не хватило, пришлось завозить из других стран. Что касается небывалого роста на стройматериалы, президент страны отметил, что это произошло из-за инфляции на потребительском рынке и роста мировых цен на металл. Выросли цены на мировом рынке на металл. Значит, здесь стараются поднять до мирового уровня. Соответственно, и все, что с этим связано, сразу начинает дорожать. Вот сейчас соответствующие решения принимаются по сдерживанию цен на эти основные товары, связанные со стройкой. Мы знаем об этом и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы ситуация была стабильной. Дороги, газификация, туризм, мусорная реформа, поддержка бизнеса. На этот раз жителей России больше интересовали внутренние дела страны, чем внешняя политика. В ходе прямой линии, которая шла 3 часа 42 минуты, Владимир Путин разрешил спор родителей дошколят. Единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей получат не только первоклассники. На такую же сумму могут рассчитывать и родители 6-летних детей. Заявление можно подать на портале госуслуг. Азат Садреев, Эмиль Басареев, Азат Ишбулатов. Новости.